поселке Накын лесной пожар угрожал взлетно-посадочной полосе. Возгорание удалось локализировать, но ответственные службы продолжают контролировать ситуацию. Ленские столбы станут национальным парком России. Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Руководитель региона ответил на вопросы и дал интервью юным журналистам Якутии. Что больше всего интересует ребят сегодня? В эфире телеканала «Якутия-24 новости». С вами Василий Радченко. Здравствуйте. В Нюрбинском районе за летний период зарегистрировали 57 лесных пожаров. 47 из них локализованы и ликвидированы. На сегодняшний день лесной пожар действует в актовом поселке Накын. Его площадь составляет 35 гектаров. От взлетно-посадочной полосы его отделяло всего 2 километра, но угрозу устранили. В поселок направили группу парашютистов-пожарных. По периметру всего поселка и производственных объектов выставили круглосуточные дежурные посты, которые следят за ситуацией. Тем временем работа в поселке продолжается в штатном режиме. Эвакуация населения пока не проводится. В данное время работает 25 человек. Из них 11 из Нюрбинского отделения, 14 человек с Верхнеуральского отделения. И со стороны компании «Алроса» работает бульдозер «Катерпиллер» и 2 вездехода. Угрозы нет, как говорит руководитель тушения лесного пожара. Все находится под контролем. Между тем, в республике на сегодняшний день ведут работы по тушению 2 лесных пожаров на общей площади 77 гектаров. Из них 1 пожар в Нюрбинском районе и 1 в Верхоянском. Отмечу, что с начала пожароопасного сезона в этом году провели работы по тушению 165 лесных пожаров на площади более 109 тысяч гектаров. В лесах республики действует режим ЧС через регионального уровня. Дмитрий Медведев подписал постановление о создании национального парка «Ленские столбы» в Якутии. Всего в стране действует более 11 национальных парков. Некоторые из них были созданы в прошлом году, в год экологии. Теперь в их числе и уникальные «Ленские столбы». В ходе совещания с Кабинетом министров, которое состоялось накануне, Медведев отметил, что важно создать все условия для сохранения уникальной территории, которая хранит редких животных и растения, аналогов которым нет в мире. Это будет огромная территория площадью более 1 200 000 гектар с уникальным природным фондом. Знаменитые Ленские столбы были включены в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 2012 году. На территории будущего парка, есть такие растения, которые не встречаются больше нигде в мире. Это место действительно обитания редких животных, редких птиц, среди которых многие занесены в Красную книгу. Разумеется, мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить уникальную природу этих мест. В свою очередь, власти Якутии уверены, что придание парку статуса национального на федеральном уровне позволит сохранить и развить уникальную природу региона, а также привлечь дополнительные ресурсы и инвестиции. Согласно концепции развития особо охраняемых природных территорий 2012 года, подписанных Путиным Владимиром Владимировичем, мы получили первый национальный парк Республики Саха-Якутия. Он по счету является 55-м национальным парком Российской Федерации, предметом гордости и конкретным вкладом Российской Федерации в сохранение живой природы Российской Федерации. На данный момент государственное бюджетное учреждение содержится за счет республиканского бюджета. Объем финансирования порядка 16 миллионов. По материалам подготовки к созданию национального парка мы предполагаем увеличить финансирование до 50 миллионов рублей. Добавлю, что на этой неделе у премьер-министра страны запланирована поездка на Дальний Восток. Дмитрий Медведев проведет на месте заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, где в том числе обсудят темы, связанные с экологическим туризмом. Руководитель региона СН Николаев встретился с учащимися школы журналистики «Сократ». Школа создана Вероникой Чупровой в 2013 году. Большой опыт в журналистике позволил создать площадку, где могут обучаться все желающие, независимо от возраста. Ребята имели возможность не только пообщаться с руководителем региона, но и взять у него интервью. Я спросила у него 2 вопроса. Что самое сложное
в работе президента, и что самое приятное в работе президента. Да. Но самое сложное, он ответил, что ответственность на разные дела. А самое приятное – делать подарки. Мы обучаем, у нас есть курсы повышения квалификации для практикующих журналистов и для тех, кто только хочет этим заниматься. Продвижение в интернет, пиар – это то, чему мы обучаем, потому что есть большой опыт. О своем желании воспользоваться услугой «Мобильный избиратель» в Якутии на сегодняшний день заявили 132 человека. Напомним, что подать такие заявления в преддверии единого дня голосования 9 сентября можно в территориальных избиркомах, многофункциональных центрах, через портал госуслуги, а чуть позже, ближе ко дню голосования, в участковые комиссии. Напомню, что систему впервые применили на выборах президента России в марте этого года. Голосование по схеме, по месту нахождения, оно ни в коей мере не является каким-то принуждением. Это, наоборот, помощь и содействие к тому, чтобы человек смог реализовать свои конституционные права на участие в выборах. И очень важно, чтобы люди поняли, что, находясь в любой точке Республики Саха-Якутия, даже не по месту своей регистрации, когда они напишут заявление, должны будут, безусловно, в день голосования. Ну и, конечно, они смогут проголосовать главу республики и за общепартийный или общереспубликанский список политических партий. Со следующей недели в городе Якутске начнут укладку асфальта на участке дороги Хатын-Юряцкое шоссе. Уже уложен бортовой и бордюрный камень, очерчены контуры тротуаров. Какие еще улицы к осени порадуют автолюбителей? Репортаж Александра Зубехина. Увеличение количества автомобилей и плохие дороги ведут к авариям, пробкам и автополомкам. Однако ремонт не всех дорог близится к своему завершению. Завершить работы в августе обещают дорожники на улице Автодорожной. В прошлом году строители вовремя не вынесли инженерные сети. Наличие труб в земле препятствовало укладке асфальта. Убрали трубы, которые не успели в прошлом году убрать. Сейчас подготовим под щебенку, под асфальт. На днях думаем положить асфальт. Сейчас бордюры и тротуар. Хотим все это сделать, подготовить все. И на этом работа тут заканчивается на автодорожной. Строительство идет по плану, однако скорость выполнения работ не устраивает горожан. 4-я полоса давно уже нужна была. Здесь постоянно пробки, еще бы параллельно с этим как-то отрегулировать этот перекресток, из-за которого тут постоянно по утрам пробки будут. Нужно быстрее это делать. Остались последние метры, и дорожный бордюр на Хатын-Юряцком шоссе будет закончен. На следующей неделе начнут прокладывать асфальт. В итоге здесь будет двухполосное движение. Однако и на этом участке нашлись недовольные водители. Делается, но очень медленно. И дорога очень узкая будет. Тут спецтехники очень много. Металл и все такое. Погрузчики. Я практически тут каждый день. Вижу то, что на асфальт сыпят прям песок и щебень. Есть стандарты, какие-то ремонты дорог. Это ничего не соблюдается. Но отметим, что это только первая очередь реконструкции объездного шоссе. Ремонтные работы продолжатся и в следующем году. Кроме традиционных работ по ремонту, Якутск внедряет и новые технологии по ремонту. Объектом эксперимента стал переулок Хоринский, который расположен в автодорожном округе. Впервые в Якутске там применили новую технологию строительства дорог. Ресайклинг, то есть стабилизация грунта. Данное покрытие также чуть дешевле асфальта, но применяется на таких участках, где не такая большая интенсивность движения. И в последующем, если оно покажет себя с хорошей стороны, мы будем ее применять на участках дорог, где грунтовое покрытие. В этом месяце дорожники планируют начать работы по капитальному ремонту улицы Бестужева-Марлинского. В этом году положат подушку под асфальт, установят наружное освещение и тротуары на улице Чайковского. Александр Зубехин, Евгений Рязанский, Якутск. Сегодня в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангалатского района стартует один из самых крупных молодежных форумов на Дальнем Востоке «Синергия Севера». В этом году он собрал 150 участников, и в том числе представители из Ханты-Мансийского автономного округа, Приморского края и Тюменской области. В течение 5 дней участники форума пройдут интенсивную образовательную программу, обсудят актуальные вопросы образования, предпринимательства и экономики. Работу проведут по 3 направлениям: «Я инженер», «Ты предприниматель» и «Мы добровольцы». Ожидают приезд экспертов как с республики, так и из других регионов России. Сегодня вечером на базе спортивной школы пройдет торжественное открытие площадки.
В рамках направления «Я инженер» пройдет дальневосточный конкурс, второй этап дальневосточного конкурса «Я инженер». В рамках направления «Ты предприниматель» пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель». Ну и, соответственно, школа «Мы добровольцы» будет направлена на год добровольчества. То есть там участвуют все муниципальные образования нашей республики. Грантов в этом году учреждается 14 грантов по 3 направлениям. На направление «Я инженер» и «Ты предприниматель» 3 гранта по 100 тысяч и 8 грантов на сумму 50 тысяч по направлению «Мы добровольцы». Тем временем школа Саха КВН вновь распахнула свои двери для веселых и находчивых ребят со всего региона. Здесь собрались 160 детей из 12 районов республики. В течение 21 дня участников школы ждут уникальные программы, которые позволят сформировать навыки игры в КВН. Смена включает в себя различные мастер-классы от известных КВНщиков, творческие конкурсы, подвижные игры, образовательные лекции, а также встречи с артистами эстрады и кино. Основной упор сделан на развитие движения КВН на якутском языке и творческого креативного мышления у детей. Саха КВН, она развивает детей в активной жизни, в общественной деятельности, потому что они уже растут не замкнутыми в себе, а открытыми. Если один привлечен, он привлечен к Саха КВН, например, он же будет собирать команду, и для этого мы делаем школу Саха КВН. Смотрители зоопарков в Пекине и Праге помогают животным спасаться от жары. Освежают их из душа и предлагают в качестве лакомства лед, мороженое и замороженные фрукты. Подробнее расскажет мой коллега Артем Сторонов. Жаркая погода, шагающая по планете, вредит не только людям, но и животным. Зоопарки разных стран мира принимают меры, чтобы предотвратить у своих обитателей тепловой удар. В Пекине на минувших выходных во всех вольерах начали распылять воду. Крупных травоядных животных, таких как слоны, кормят пищей с повышенным содержанием жидкости, например, арбузами. Звери поменьше, мартышки-капуцины и леопарды, каждый день получают кубики льда, которые они с удовольствием лижут, чтобы немного охладиться. А лемурам повезло больше всех. Они получают в качестве угощения настоящее мороженое. Примерно так же спасаются от жары гориллы в пражском зоопарке. Им приготовили специальный десерт – фрукты во льду. Один такой брикет забрал себе глава семейства по кличке Ричард. Второй поделили между собой остальные 7 членов стаи. Но, по словам смотрителей, в конце концов угощение достанется всем. На этом у меня все. Мы продолжим следить за развитием событий. Я напомню, еще больше актуальной информации вы найдете на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и всего вам доброго.